В эфире еженедельная программа «Новости IT». Здравствуйте! Начнем с грядущих мероприятий. Самая масштабная всероссийская акция по проверке знаний в сфере интернет-технологий «Цифровой диктант» пройдет с 9 по 24 апреля в онлайн-формате на сайте цифровойдиктант.рф. Участвовать могут и дети, и взрослые. Формат тестирования будет отличаться в зависимости от возраста. Детей от 7 до 13 лет ждет большая интерактивная часть, тогда как отдельный вариант диктанта предусмотрен для граждан старше 60 лет. Начать подготовку можно уже сейчас, там же, на сайте конкурса в разделе «Хочу все знать». Оставить заявку на участие также можно на сайте. Цифровой диктант проводится в третий раз. В прошлом году он собрал более 330 тысяч участников по всей России. Появляются новые технологии, появляются новые сервисы, появляются в том числе новые ухищрения со стороны мошенников. И именно в диктанте мы в том числе проверим у аудитории эти знания. Плюс 2020 год, конечно, перевел нас очень сильно всех в онлайн. А переход в онлайн, полностью в онлайн, позволил ли повысить навыки с точки зрения использования цифровых технологий, либо нет? Вот как раз-таки диктант для этого и нужен, чтобы измерять, а через измерение, через тестирование обучать людей грамотно пользоваться технологиями. Уже с 1 мая россияне смогут купить или продать старенький автомобиль через портал госуслуг. Соответствующий приказ опубликовала Минцифры России. Отмечается, что закон позволит подписывать документы удаленно. Договоры будут заверяться электронной подписью владельца автомобиля. Провести сделку через госуслуги смогут только физические лица и только когда дело касается автомобиля с пробегом. Для сделки продавец должен загрузить на сайт пакет документов. Также ему нужно будет выбрать, оставлять ли себе госномер. Английские таксисты получат компенсацию за простой. Uber предоставит социальные гарантии британским водителям, которые пользуются платформой. Они будут получать минимальную зарплату и даже претендовать на оплачиваемый отпуск. Таково решение суда. Верховный суд Великобритании обязал Uber выплачивать минимальную заработную плату шоферам, которые пользуются сервисом. Порядка 70 тысяч водителей получат права, соответствующие статусу сотрудника компании, а значит смогут, например, претендовать на оплачиваемый отпуск и участвовать в программе пенсионных накоплений. Тяжбы для владельцев популярного приложения начались в 2016 году. Тогда двое водителей подали жалобу, и суд по трудовым вопросам постановил, что Uber должен предоставить широкие социальные гарантии тем, кто им пользуется. Компания подала апелляцию, но успеха не добилась. Впрочем, ее представители смотрят в будущее с оптимизмом. Мы ожидаем, что сможем развивать бизнес, хорошо относясь к водителям, привлекая новых людей на платформу, а также расти, когда города начнут выходить из карантина. Это будет хорошим деловым ходом. Впрочем, оплачивать Uber будет лишь треть того времени, что водители проводят за рулем. Конечно, те хотели большего, но в компании подчеркнули, что не могут отследить, когда человек действительно работает, а когда лишь ждет заказ. Между тем, автомобильный гигант Tesla начала продавать свои электромобили за биткоины. Об этом Илон Маск написал в Твиттер. На данный момент действует это только в США, но к концу года обещает стать доступным и в других странах. Маск говорит, что каждый полученный биткоин будет храниться как есть, а не конвертироваться в обычную валюту с процентом. О таком шаге уже подумывают и другие технологические компании. Так, например, вышеупомянутый Uber заявил, что не будет инвестировать в криптовалюту, но может начать принимать ее в качестве оплаты за поездки. Также такую возможность рассматривают в General Motors. На фоне взрывного роста интереса к операциям в криптовалюте по всей территории США появляются тысячи банкоматов, через которые можно купить или же продать биткоин. Магазины Нью-Йорка славятся тем, что в них можно приобрести почти все, что угодно в любое время дня и ночи. И теперь этот список пополнился биткоином. По всему городу появляется все больше банкоматов, где можно купить или продать криптовалюту. Все это на фоне того, что курс биткоина недавно пробил рекордную отметку в $60 тысяч. Однако пользование таким банкоматом удовольствие недешевое. Плата за каждую операцию может составлять от 6 до 20%. Власти опасаются, что это может привести к всплеску нелегальной деятельности. Тем не менее, по всей территории Соединенных Штатов появляется все больше и больше биткоин-банкоматов. В основном их устанавливают в магазинах, на автозаправках и в небольших закусочных.
По данным местных изданий, по состоянию на январь 2021 года в США действовало уже свыше 28 тысяч таких банкоматов, причем более трети из них были установлены за предыдущие 5 месяцев. В Перми создают роботов, которых с первого взгляда не отличить от человека. Skynet близко. Сходство живых и компьютерных технологий оценил наш коллега Роман Чуриков. На первый взгляд может показаться, что мы наблюдаем за работой визажиста. На самом же деле этот художник участвует в создании самого совершенного человекоподобного робота в России, а может быть и в мире. Многие знают про роботов от Boston Dynamics, но инженеры из технопарка Morion Digital, он же Уральское Сколково, если и отстали от них, то не намного. Именно Пермь стала центром разработок гуманоидов в России. С первого взгляда некоторых из них даже не отличить от человека. Технический директор компании PromoBot рассказывает, почему. Как робот даже выглядит, это не основное, а основное, на самом деле, чтобы он был похож на человека, это то, как он двигается. А на сегодняшний день в нашем роботе расположено в голове у него порядка 40 сервоприводов, которые двигаются в каждый в зависимости от написанных скриптов движения. То есть эти скрипты программируют наши ребята. На каждом, получается, на каждой части лица есть точки непосредственно подвижные. Таких точек тоже порядка 40. И, собственно, за счет приведения некоторых тяг эти точки начинают двигаться, и мы видим какие-то эмоции. То есть вот мы сейчас здесь видим, как может робот пытаться улыбаться, открывает рот, двигает глазами, бровями двигает, щеками, то есть все это двигается с помощью сервоприводов. У компании PromoBot уже 4 офиса по всему миру, только 2 из них в России, причем не в Москве, а в Перми и Владивостоке. Их роботов разных моделей можно увидеть на выставках, в аэропортах, в отделениях банков и центрах предоставления госуслуг. Есть и частные заказчики. Один арабский шейх заказал двойников себя и своей супруги, чтобы они встречали гостей во дворце. Впрочем, пока пермякам удалось создать только голову и торс. Работа над другими частями тела еще впереди. Да, на сегодняшний день уже есть спрос на подвижные руки, потому что сейчас вы всегда видели робота со статическими руками, когда он просто сидит. Сейчас у нас в процессе разработки уже подвижные руки, которые могут производить какое-то невербальное движение во время общения. И после того, как мы сделаем эти руки, запустим производство, мы уже все-таки начнем переходить к процессу проектирования его ног. Я думаю, что для начала мы его просто поставим хотя бы на ноги, да, а затем уже будем стараться, пытаться в ближайший год, 2-3 заставлять его ходить. Я думаю, что это нам под силу. Уральские роботы уже освоили 4 языка, сейчас изучают польский. А в прошлом году первая девушка-робот по имени Вера была принята на работу в пермский МФЦ оператором по приему документов. Так что андроиды уже среди нас. Наш телеканал тоже не стоит на месте. Вместе с новыми проектами приходит и новая техника. Например, в студии, где снимается львиная доля контента, теперь не обязательно присутствие оператора. Его труд заменяют роботы, на которые мы сейчас все это и снимаем. А более подробно, как это выглядит изнутри, расскажет мой коллега Александр Хавренко. Новый телевизионный год для компании НКСХ начался не только с новых проектов, но и с работы на новом оборудовании. Одна из новинок – это роботизированные камеры, работающие с разрешением 4К. В тех случаях, когда телеоператоры не очень нужны и не очень творческая работа предполагается, то там поставить именно вот эти роботизированные камеры, чтобы режиссер, какая-то предварительная предустановка камер, расстановка камер, и режиссер уже с своего рабочего места может оперативно управлять этой камерой, масштабирование, фокусировка и, соответственно, там движение влево-вправо, вверх-вниз в небольшом пределе, но все равно такая возможность все равно есть. Еще один плюс роботизированных камер – возможность работы на значительном расстоянии. Режиссер может находиться на другом этаже или даже в другом здании и оттуда управлять всем процессом съемки. Кроме того, мы приобретаем сейчас оборудование, которое позволяет в комплексе работать по сетевым технологиям. То есть это уже такой комплексный подход. Мы меняем микшерные пульты, в том числе видеооборудование, и это все хорошо сопрягается. Камеры эти могут работать на большом расстоянии, на другом этаже, там, другой аппарат, в другом здании, поэтому тут много таких достоинств.
не идеальная ситуация, но она все равно дает достаточно большой выигрыш, в первую очередь экономически. Технический прогресс не стоит на месте, и чтобы угнаться за ним, старыми технологиями уже не обойтись. Технический парк нашего телеканала постоянно обновляется и модернизируется, чтобы выдавать только качественную и четкую картинку для наших зрителей. Это был 80-й выпуск программы «Новости IT». Мы уходим в небольшой отпуск. В конце апреля вернемся в немного обновленном формате. Ну а повтор этой программы, как всегда, ищите на YouTube-канале Якутия24 и в Instagram-аккаунте yak24.ru. Спасибо за внимание и всего вам доброго.